безідэалагічнай. То есть вот тая беларуская ідэалогія, якая насаджалася, гэта ідэалогія без ідэалогіі. То есть без ідэі, власна кажучы. Поставить як бы про тракторный завод, як все добро, вот подметаются, там тажинки, то есть и принциповая позиция, что никаких идей, никакого выратования свету, никаких ворогов, да, только когда там уже с соседнего района вот, приехали там чужие, то тогда может быть. А вот им же зараз промывая мозги российской телевизии, какая у нас не отключена. И там-то уже, ну, уже как бы, ну, такие, вот видите себе, как со дня на день показывали бы, ну, же харамлёски, что прилетели марсиане, ну, и показывали всех этих ужастиков, да, что им вот подбираются до тебе. То есть это же то же самое, да? То есть вот откуда там побулькать и случайные люди ведают, что там отбывается в Киеве, Львове, там, может быть, соправды. Вот это эффект, и такой эффект страшный, но это вот эффект короткотерминовый. Потому что люди все... Все-таки влада старала ворога, она старала своего ворога. Ну да, то есть такого... Но это ворог был такой вот... не соправдный, не до конца соправдный. То есть это вот ворог такие вот тутейший. Ну, я ж сам ворог. Ну, так, я видатно розумію, як до меня ставятся в там, держинституциях разных. Ну, те понял, выкладали. Это разрушает личность, разъедает нацию. Самое печальное, что мы знаем, что надо делать. Вот что нужно делать, четко знаем, как из этой ситуации выйти. Вот что самое печальное, что есть выход. Просто он не реализуется. Давайте вернемся на початок. Мы памятаете, в минулый раз говорили про то, что ну, про конец советского типа мышления, белорусской советской цивилизации, и говорили про то, что этот конец был связан с руйнованием и со зникнением самой позиции локально-универсальной, такой колониальной позиции, где роль локального выполняла белорусская культура, а универсальная культура российская. И казали про то, что эта оппозиция зникла с одного боку в вынику повставания альтернативной универсальности, то есть когда оказалось, что власне заходняя культура европейская, эти просто заходняя, вот, и она ее соправдная универсальность, а все ж таки российская это только отбиток, периферия и худшая такая, скажем, ну, другостная универсальность. Вот. И соправды после 91 года российская культура стала региональной. Вот. Мова российская засталась как бы мовой коммуникации региональной, а не, ну вот как сказать, про символичный капитал и ну, вот, расстановку таких идеологичных и идейных ориентиров, то российская культура сгубила приватность, стратила ориентиры. Ну, сама, да, то есть и для нее повстала проблема вписаться вот в этот глобальный гештальт. То есть с одного боку российская культура постсоветская, посткоммунистичная, и она ну, вот, переживает такой комплекс постимперской травмы. То есть вот была великая краина там, с универсальностью, которая вела за собой все человечество, и мы были в авангарде и при владе, да, а все это скончилось, а там, где вот такая постимперская травма, там и ну, вот почуття такого помсты, то есть жадание отпомстить за это принижение и само переживание вечное принижение, что мы не просто перестали быть универсальные, а мы этим принижены, что ранее нас лечили вот, в центре, а зараз мы такая вот неясная скрайня. Вот. Мы уже пережили основные дискуссии да, про Крым, Украину. Все вырешили, что им робить, и вернулись сюда. Можно задать вот для этого, для российского. Видите, там у них назирающие и ускакивали на интернет-каналах
Там на самом деле они вот часть людей не подогнала, это русская часть. Мы от России не можем оторваться. Вот, и я хочу, что это цивилизационный. А мы разом с Россией, а мы поруч. Вот рядом или вместе, вот это вот встает. Поэтому они говорят, нам есть надо не нужно. Нам Россия не нужна. Вот это вот самоидентификация и отказ от периферийной российской принятие западноевропейской. И они европейские, и они, у них вот это вот в головах просто не укладывается, что кто-то от чего-то должен отказываться. Они внутренне как. Минулый раз мы говорили, як все это ломалось. То есть, ну, нам все равно особистых вёсах, вот гэтые першие неформальные утворения, як яны пачыналіся. Да? То есть, як беларуская культура и беларуская субъектность, беларускі дух выходзіў в ситуацию самодостатковости, когда уже не потребно опираться ни на какие подпорки, там, ни справа, ни слева, ни на заходе, ни на усходе. И это, на самом деле, то есть тая повестка, какая самая важная, ну, может быть, для первой половины вот этого короткого нашего посткоммунистичного периода. То есть мы учились быть самодостатковыми в интеллектуальном сенсе, прежде за все. А самыми достатковыми это не значит изолированными от всех. И ну, вот теми, кто, выстроивая свое мышление, свою культуру, ну, выключно на мясцовой глебе, то есть спробуя возрастить все, как бы тут и теперь, да? А наоборот, шел вельми интенсивный процесс позычения. То есть все 90-е годы это часы радикального поширения культурного поля, потому что самодостатковость, знайти себе место вот в этой цивилизации сучасной глобальной, это значит так как бы иначе примерить на себе все те формы, и интеллектуальные, и социальные, и культурные, вот, какие характерны для сегодняшней цивилизации. Да? Не факт, что все эти формы будут спасоваться и проявлять, не все приживутся, но тем не меньше, вот, после такого бурливого конца 80-х, периода такой революционной деконструкции колониального ладу, починалися не менш сварительные 90-е, которые пропонували нам вот, парад разностайности, парад новых форм. То есть, когда уявить себе, сколько самых разных интеллектуальных плыней повставало, там, сколько дискуссий и шло, ну, это невероятная скорость. И под конец 90-х все это крышечку стишилось, нулевые прошли больше-меньше спокойно, то есть нулевые это лучше часы такие минималистские, часы нормализации, когда мы можем это сказать. И вот мы дожили до 2013 года, когда россияне взорвали мозг Восточной Европы всеми смуты, пошли вот в свой там неоимпериалистичный поход, ну, неясно за каким делом. То есть, когда мы будем говорить про постсоветское развитие и посткоммунистичный период Беларуси, то ясно, что 89-91 год это початок, а все скончится, ну, вот, в этом альбо наступном году. Ну, певный период завершится. Не все скончится, я на базе, а скончится певный расклад силов, и, может быть, расклад интеллектуальный. И вот зараз мы попробуем приглядеться больше уважливо до того, что отбывалось в это 25-годие и стратегично, и тактично. Да, то есть, с одного боку, як белорусская культура поширалась, то есть мы сказали одразу, что этот период – это период интенсивного присвоивания вот, этих цивилизационных інших форм, когда у нас начали быть свои постмодернисты, и, там, ну, и все, кто завгодно. Да? Вот. И с другого боку, ну, вот, интенсивное поглубление и пошуки, снова же таки, вот этого сутностного ядра культуры по-ростовскому. Выход на гонки, максимальный взрыв и вот спроба, скажем,
такого засяроджання. Але перш вернемся пад канец савецкага перыяда, беларускі савецкі праект, беларуская савецкая цывілізацыя, і яшчэ раз падсумую. Все ж таки гэта паспяховы праект для нас, як мы можам лічыць. З якого пункту зрения? Ну, с любого, с разных. То есть, вот, перш за все, конечно, с интеллектуально-культурно-метафизичного, потому что Я почитала это Саакадовича национальный канон и разважание. Мне там по 5 параметров я разглядаю национальный канон. И отрывается, что во всех этих канонах там разделяются различные культурные аспекты и как это называется еще, сейчас записано. Это экономия, конституционные, политичные, штучные. Короче, все аспекты, только один аспект я бы справился. То, что мы стали крайне. Все остальные аспекты. Я тоже так лечу, что ни в одном аспекте не лечу, что это удалось. удалый, паспяховы, это не обовязково то же самое. Может быть, не удалый, а паспяховый, наоборот. Это самое лучшее паспяховый. Не ведаю, никакой коренне мы добились успеху. Я нават не про державу, а именно это про цивилизационное культурное развитие. Глядите, ну вот коли так, памятаете, мы начинали с того, что сам коммунистичный проект – это проект осветницкий, рационального громадства в идеале, як утопия выстроивания развитого социализма, як такого рационального громадства. По форме вельми рано советская влада, як и советские кіраўнікі зразумелі, что без проходження пэўных циклов там, индустриализации, урбанизации, то есть без классичных кроков вот, модерных, ничего этого не отрымается. То есть просто с 80% вяскового насельніцтва побудовать коммунизм немагчыма. И яны пошли в то, что мы называем тоталитарной модернизацией. Коли простей зрабіць концлагер вялікі з краіны, да, то есть и дзякуючы гэтаму прамысловаму рабскому труду будаваць заводы, ну так же оно и было. То есть с одного боку логика чисто модерная, да, но модерно-тоталитарная, то есть паскоранное развитие, паскоранное догоняние. Да. И вот гэтыя 30-е годы, после того, как, ну скажем, был досягнуты гэты ўзровень, глядзіце, эта логика уже не працавала, наступают там 50-е, 60-е, и советское громадство радостно вздыхает. Да? То есть все побудовали, мы живем в городах теперь, можно спокойно стоять в черзе там, за ботиками там, югославскими, за колбасой, за чем завод. То есть я до чего, что белорусское громадство, якое оно атрымалось до середины 80-х годов, это высокоиндустрийное громадство, перш за все. Вот все, что мы бачим вокруг себе, это побудовано переважно в те часы. Это громадство с высокой вагой инженеров, навуковцев, там, социальных работников, там, нянечек, наставников. То есть вот это что вы видите себе, вся модерная инфраструктура выстроена. А наука, там, школа математики и, ну, и все там, разные химии, не только философии. То есть вот как бы повстало абсолютно новое, просунутое, развитое громадство. С одного боку, вот в таким материальном аспекте. Но с другого боку, когда мы приглядимся до культурной вот этой набудовы, мы побачим, что вот и идеология, и особливо тип культуры, и ну, вот, рефлексия, интеллектуальное самоусведомление этого громадства, и оно пошло абсолютно перпендикулярно вот, ну, самим реалиям. Ведь глядите, что такое институт белорусского письменника, який с одного боку вельми элитарный, то есть ну, социально престижный,
А з другого боку, гэта пераважна выхадцы з вёскі, якія апісваюць вот гэтую ностальгію, вёску, якія не кранаюць пэўных забароненых тэмаў, такая сувенірна. Ну, вот, то есть ясно мы казалі, хтосьці бунтуе супроць гэтым ролі, там, і гэтыя бунты, там, Караткевич, там, романтызм, Тарасов і Стрельцов, это все есть. Я там сам Быков писать, вообще не поднимал эту тему. Вот, и Быков с Адамовичем как бы так само идут, но основной мейнстрим идеологичный застается вот таким. Это не до того, что ну, вот сама по себе лесковая литература, это кепска, совсем нет. Просто вот есть громадство, и есть люстерка культурно-идеологичная, якое отбивая зусім іншую картину. И вот чем далей, тем больше, когда я пригадываю вот эти пункты, ну, молодёвые, переважно тутэйших, там вот эти новые культурные инициативы, якія ну, повставали в 80-х, Вавилон, тутэйшие, Талака, что насамрэч пункт был супроць двух рэчаў. Не только супроць там, колонизации российской культуры, вот этой советской улады, але яшчэ пункт супроць вот такого імітатыўна-сувенірнага статусу самой культуры. І, напрыклад, калі мы пачыналі рабіць як бы першыя непадцэнзурныя літаратурныя альманахі, а это была літаратура 1, літаратура 2, там як бы Дубавец, Лобус, я, там Павел Жук, які там недзе на нейкіх падпольных ротациях, то это была абсолютно іншая литература, перш за все. И вот уявите себе, на той час как бы існує агромадный союз письменников, дом литератора на фронте 5, книжки, наклады там как бы по 20 тысяч, по 500 тысяч, а тут некий андеграунд, подпольщики привозят невеличкий наклад вот такого спрошурованного, может, на наступных занятиях принесу, покажу, как это выглядало. Ну, маленький альманашек, такие, сам выдат литература 1, и все сбегаются, то есть это как бы абсолютно взрыв. То есть бунт был супроць вот на два фронта. И в этом сенсе, вот теперь, чем далее, тем больше я разумею, что насамрэч это был протест не столькі супроць реаліяў беларускага савецкага грамадства тагачаснага. Яно нічым не адрознівалася ад шведскага, фінскага, ну, маецца на увазе цивілізацыйна, там не ідэалагічна, а дороги, машины, там вот лякарні, то есть, ну, нічога, ніякіх, ну, таких звыш оригинальных способов ну, социализации, там, советская цивилизация не придумала. Так вот, гэта спроба привести надбудову, як сказал Маркс, надстрою, да, в адпаведнасць с реалиями этого громадства. Спроба уявить себе такую белорусскую культуру, якая была бы, ну, отбивала бы реалии этого громадства и, ну, вот была бы на таким же самым узроўні. Да? То есть, когда литература, так это европейские формы, ну, азиатские могут быть, коли ласка, но только не вот такие имитацийно-провинцийные. Ясно, что потребное было там мышление, потребна была своя философия, якая не просто, ну, вот, разважая над универсальными категориями, там, не наука про наибольш агульные законы, а менавіта философия як рефлексия над вот этой топикой, рефлексия над тут и теперь, над Беларусью як интеллектуальной проблемой. И вот когда мы крышечку вот глянем на внутреннюю динамику развития постсоветской, уже посткоммунистичной Беларуси, мы побачим, что стрижень, знову ж таки, вот этого всего развития, ляжить в этой формулировке «Беларусь як интеллектуальная проблема». Думать Беларусь, як придумал Мацкевич калісьці, да? Не адразу все это вышло на першы план, и змянялись поколенні, змянялись интерпретацыйныя сродкі, концепты, категории, з дапамогай якіх мы думали Беларусь. Но тым не менш, вот як бы эта ситуация, ну, протягивалась 20 год.
То есть на гэтай глебе паўстала беларускае мысленне, якое на пачатку сябе абмяжоўвала ад акадэмічнай прафесійнай філасофіі, ну а потым пачало ўжо пераблытавацца, накладацца і ўжо крыху так больш. Ну і, конечно, картить, сказать, что вся эта ситуация сломалась и началась белорусское мышление, белорусская философия, как любит Валентин Васильевич Шакутович рассказывать, после того, как мы с ним однойчы сустрелись в Полоцку в 92 году и вырашили, что вот без белорусской философии эта краина никак не выратуецца, не проживе, а мы незнаёмыя былі з ім і сустрэліся на канферэнцыі. Ён в той час ішоў ад літаратуры да мыслення, ад літаратуры да філасофіі пасля Літінстытута, а я наадварот ад філасофіі да літаратуры. І мы сустрэліся недзе на памежнай тэрыторыі, сказалі, што будзем развіваць вот пэўныя кшталты, якія не былі б засушаны акадэмічнымі, але з другого боку, якія былі б глыбокія. І з гэтага часу распачаўся шэраг праектаў і нашых супольных, і паралельных, і індывідуальных. Вот, адразу вярнуўшыся з Полацака, Кудовіч тады працаваў в газеце «Культура». То есть меў, можна сказаць, трибуну под рукой, і мы адразу зрабілі круглы стол. В газете «Культура», на які запросили всех философов, и Крюковский, и Зеленков, и официозные, и неформальные, и поставили питание, что без философского часописа и без вот своей философии Беларусь никак не проживет. Все погодились, вот радостно, материалы круглого стола были надрукованы, и Совет Министров нават выделил гроши на вот, утворение белорусского философского часописа. Что бы было, калі б гэтыя грошы дайшлі до адресата, не ясно, но пераругались адресаты. То есть адкуль гэтыя грошы выходзілі, было ясно, а куды яны мусяць прыйсці, вот за гэта все пачалі вот, змагацца. Выніку тады філасофскага часопіса і не атрымалось, может быть, и дзякаваць Богу, потому что, глядзячы на гэта, газета «Культура», тогда Ипатова ее узначалила, выделила 8 полос. Можете себе уявить, вот такая великая газета, 8 полос под литературно-философский сшиток. В якости такой папярэдняй меры, вот, калі няма там сапраўднага месца, где могла бы отбываться белорусская рефлексия, размещать, где все могли читать, бачить, дискутовать, то давайте будет хотя бы вот это. И мы сустрелись уже с Кудовичем из Рязанова. Мы зразумели, что без Рязанова ничего не отбудется. Сустрелись в Вилинце, в этой кавярне. И она доживала апошние дни. И вот там был придуман и заснован этот литературно-философский сшиток. Но проблема была с назвой. Потому что все эти топосы, логосы, то есть, это уже 1000 разов вот, всеми промовлено, а вот як мусить называться белорусский философский часопис, часопис белорусского мышления, тиши, так как было одразу ясно, что вот. И мы там с Акудовичем лезь не переругались, а придумали там по 20 назвов, Рязанов молчал и каже, вот я ведаю, он будет называться, и говорить, будет называться «Зно». «Зно». С 3 великих литр. Вот уявите себе весь жар. Что? Весь жах белорусского громадства, якое в один прекрасный момент, а газета «Культура» тады одна з самых таких боевых и прогрессивных, обнаруживая 8 полос, вот як бы с Радой, куда мы походим, там еще хтось до нас долучился, и якое называется «Зно». Рязанов, як галоўны алхімік беларускі, ён просто палічыў значэнне гукаў. Мы так і не
як бы сказаць, не адчулі сэнсу, можа быць, но зразумелі, што гэта тая бессэнсіца, якая можа згуляць значна цікавей, чым нейкі фармальны сэнс. Это не расшифровывается, это просто спалучэнне трох літар, якія штосьці значаць в гэтым алхімічным уяўленні. У Разанова ёсць нават жанр такі кароткі зномы. Это фрагменты думкі, якія яму спантанна прыходзяць в галаву. Ну і в гэтым сшытку літаратурна-філасофскім пачаўся сапраўдны шабаш. Акудович быў прызначаны адказным і рэдактарам гэтых сшытак, і Іпатова не мяшалася, не праглядала там нічога. Калі вы хочаце, можаце, будзе жаданне прагледзець падшыўкі старыя культуры тых часоў. Уявіце сабе, тэксты друкуюцца всеми правапісамі. Адразу такі радыкальны плюралізм. І не толькі Тарашкевіца і Наркомаўка, але і Станкевічанка. Валерка Булгаков, які прыбіўся тады ўжо да форума, да фрагментаў маіх, пачаў свой праект, то есть некалькі беларускіх філолагаў вырашылі адрадзіць правапіс Янкі Станкевіча. А поверьте, в параўнанні з Станкевічанкой это целая мова, это не просто правапіс, а эти беларускі алфавіт, які пачынаецца з літары О. Ну і далей там ідзе. То есть ёсць слоўнік беларуска-маскоўскі, там беларуска-расейскі, які цалкам в гэтым алфавіце. Знайсці в гэтым словніку что-нибудь, это чисты Борхес, то есть это такая моўная утопія, якая, і слова Янка Станкевич, метафізік, перакладчык Бібліі, адной з найлепшых, то есть знаўца моваў, это не так, што ён просто гуляўся, да? І гэтая метафізіка, якая апранутая в борхесаўскія шаты такія. І на гэтую мову, напрыклад, Валерка Булгаков перакладае Гусарля, які сам па сабе, ці там Гайдегера, сам па сабе незразумелы, а тут яшчэ і такой. І все гэта беларуская публіка 90-х вымушана трываць. Я, вяртаючыся з Лондона, прывожу кучу кніжак і пачынаю там перакладаць Фуко, Деррида, і всех гэтых герояў, англамоўных, франкамоўных. Адным словам, з гэтага пачалося беларускае мысленне. Яшчэ да лукашэнкаўскую, кепічаўскую эпоху. Там пачалі, па сутнасці, апрабіравацца, давацца старт все найноўшыя інтэлектуальныя плыні 90-х. То есть там пачынаў друкавацца і Булгаков, і Тынько, і бумпамлітаўцы все, Вішнёў, там вся гэтая прекрасная команда, все маніфесты, пераклады, тэксты, літаратура. То есть это была такая лабаратория найноўшых форм культуры. Зноў ж таки, это был не классичный такі часопіс, где важные, респектабельные философы друкуют долгие тексты пра штосьці, пра універсальнае. А гэта, можа быць, такое веселое інтэлектуальнае хуліганство, якое на той час было вельмі патрэбна, потому что культура, яна занадта доўга засядзелася ў гэтых, як бы это сказаць, укрывала-сур'ёзных вясковых краявідах, ці там альбо змаганне адраджэнскае за лёс роднай старонкі, альбо такое бытапісальніцтва. То есть, а тут адразу такая веселая вышыня ніцшевская з'явілася. І практычна паралельна са зном. Пасля серыі самвыдатаўскіх публікацый «Літаратура-1», «Літаратура-2», «Альманаха тутэйшая», Дубавец, з'язджаючы ў Вільню, засноўвае там, ці перазасноўвае, адраджае газету «Наша Ніва», віленскую, так званая дубаўцоўская газета «Наша Ніва», якая таксама мела з 12, потым 16 полос. Яна выходзіла нерегулярна, яна ні ад каго не залежала. Грошы на выданне і на ўтрыманне рэдакцыі даваў тагачасны авантурыст і бізнесовец Павел Жук, які быў заснавальнікам газеты «Свабода»,
Ну і був таким теневым, как это сказать, бухгалтером не скажешь, бо я турист виновата, а вот доставальником грошей для частки оппозиции. И вот с этих крохов оказался еще, почему принимать самый поспеховый культурный проект, потому что наша Нива, когда поравновывать вот два выхода в новые европейские формы, то ЗНО, скажем, Акудовичевская, Рязановская, наша, это такой веселый постмодернизм, а наша Нива Дубовцовская, это такая эстетская метафизика. То есть, перед всем, это эстетство, но эстетство такое национальное, то есть это, скажем, модерный белорусский проект. И вот все 90-е диалектика ситуации белорусская, она вагалась и идейно, и стилистично помеж, умовно кажучи, вот таким модернизмом нашанівського кшталту, а там, окромя Дубовця, ясно, тут цілий шерах тутейших, не всі, наприклад, ЦИС туди не вписався однозначно, тут була от особна розмова про траєкторію СИСа, а Тетяна Сапач, наприклад, якби одна з самих тонких і делікатних поеток покоління тутейших, Олег Минкин, який переехал в Вильню, Сергей Харевский, Сергей Шупа, то есть куча народу из Минска и вот оттуда из Вильни. Самое цікавое, что все были полиглотами. Шупа на сегодня говорит там на 40 мовах, типа, так не женщин переходить там с иврита на арабскую, со старогрецкой на какую-нибудь эстонскую. Вот. Это вот такая публика, и вельми рано до нашей Нивы почали прибиваться разные европейские, как бы мы сказали, неформалы. Почувши про газету, раптом обнаружился британский ирландец, кельтский корреспондент нашей Нивы, який писав під псевдонімом Мева Мара, який просто почав досилати дописи інтелектуальні, там, про ірландців, про українську літературу, про польську. І ніхто не мог зрозуміти, що це за особа. Довгий час думали, що це вовремя така містифікація. Вот, поки я в Лондоне не зустрів этого персонажа, он сам до меня подошел, представился в London School of Slavonic and Eastern European Studies. Это оказався справді ірландець, який там не блукав, і от раптом, глядите, эстетичная программа модернизма белорусского оказалась вельми не просто конкурентоспособной, а и международной такой. То есть, потому что Вильня — это и литовцы, одразу литовский контекст, ясно, что Шупа там эстонский контекст. То есть переклади йшли з самих різних мов. І, як потім Сократ Янович з Білосточчини написав, то есть, чому йому подобав нашу мову, каже, нібито все таке саме, на ней у вас это все кислородно. То есть вот такий фантастичний оптимізм кислородний. І постмодерністська програма. Знову ж таки, розвиття, це на конт внутрішнього розвиття білоруської культури, гульні з цими формами. І це відбувалося недзе до другої полови 90-х. Одразу ще один момент треба відзначити, що вот это две, не газеты, публичные опрацовки, то есть на які привлекаються вельми широке коло авторів, і, відповідно, розголоси великі. В певний момент ми зрозуміли, що цього мало, і в Мінську було засноване видавництво Еврофорум. Вот я был засновальником и директором, и головным редактором, где мы придумали, засновали часопис «Фрагменты». Это первый философский часопис уже на белорусской мове, уже як часопис, да, то есть які другие долгие тексты, профессийные, часом занудные, часом веселые, але вот уже не формат газеты. И распочали библиотеку «Фрагменты». То
есть некалькі таких кніжных калекцый, якія мусілі канцэптуалізаваць і выдаваць гэтую новую мадэрную і постмадэрную беларускую літаратуру. То есть гэтай часопіс фрагменты меў всяго 11 або 12 выпускаў. Он был нерегулярным. Гэтыя выпуски были присвечены розным тэмам. Там была асобны номер про Украину, например, асобная Европа и іншыя, и самые розныя. Книжные коллекции галерея Б, некалькі таких коллекций внутри серии библиотека фрагментов, Сярэдняя Европа и сучасное мышление. И вот уявіце себе, что мы первые, то есть никто чамусьці не додумался в Беларуси выдавать незалежно белорусскую литературу. То есть все стояли в чарзе у дзяржаўныя выдавецтвы, пакуль раптам не обнаружили, что в библиотеце фрагментов вышел Олесь Разанов, «Рэчаіснасць», книжка, якая недзе чакала и уже не дачакалася сваёй чаргі, Голубович, например, «Затемки с белой кишени», на сёння классика. И куча там молодых, там тоже Михаил Боярин первую книжку выдали, самые разные. В серии, например, «Сучасное мышление» выдав свою первую книжку Валентина Будович. «Мяне няма, роздумы на руинах человека». И я памятаю, як угаворывал его, что книжки выдаваться варта, и вот мы падрыхтавалі и выдали. Все это, зноў жа таки, другая. То есть зараз это, здаецца уже трывіальнасцю. То есть паглядзець, колькі там Логвінаў ці Зміцеркова, ці та ж мастацкая літаратура выкідаюць розных кнігаў, это все мы не звяртаем на гэта увагу. Да? Но тады оказывалася, что да, сапраўды мы можем гуляться сами, и сами придумывать гэтыя серии, книги, сами запускать разные такие культурные стратегии. И это было своеасаблівым таким внутренним ядром. То есть это уже было такое тихая и элитарная работа, рефлексия внутри уже самого проекта новой белорусской культуры. Вельмі рано сам гэты проект канцэптуалізаваў себе як стварэнне новой незалежнай беларускай культурнай прасторы. І калі мы, и адпаведна, типа интеллектуальной культуры, до якога мы с вами потиху подбираемся. Потому что зразумець, что такое тип интеллектуальной культуры, беларускі, постсоветскі, можно тады, калі мы зразумеем, что ён паўстае на прасторы новой, модерной, незалежной белорусской культуры, якая, все 90-е паўставала в основных своих формах и, галоўнае, знаходзіла інстытуцыйныя магчымасці існавання. С нашей Нивой, например, паўстае фонд «Наша Нива», які пачынае таксама выдаваць кнігі, і паўстае гэтая серия «Наша Нивская». Сумесна мы придумываем, например, такую институцию, як беларускі калегіум, які існуе да сёння. И вот я особисто придумал белорусский коллегиум и с этой схемой, то есть я белорусский коллеж де Франс, и запросил туды Валентина Будовича, Антипенку, всех героев, которые потом протягнули. Да. И вот повстает целая система, не просто один человек, там, ці эстетичный накірунак, стиль, а целая система институций, выданняў и, отповедно, типова мышления. Повстає абсолютно інший тип белорусской культуры, зрешті-решт, и белорусского мышления. Потому что, вот уявите себе, старая белорусская культура, советская, при том, что мы домовились, что ставимся вельми поважно и до самого проекта, и до всего, но уявить себе там Нила Гілевича, Геннадия Буравкина в якости мисляра и актуального белорусского творца при всей повазе, вельми складно. То есть нам в 90-е не было про что говорить. Нават с такими поважанными классиками, як Василь Быков, які особисто страшно покрывдзіўся на
нашу ниву і ну, ні за що просто пакрыўдзіўся за тое, што вот яна такая. Да? Таму што ён ўжо лічыў, ён более такі песіміст па жыцці і крышачку мізантроп, палічыў, што все скончылася, пасля нас ужо нічога няма і не можа быць в прынцыпе. А тут як бы Джойса перакладаюць, весяляцца і ну, зусім не збіраюцца ну, і паміраць, і, скажем, и больше того, ему так крышечку приходится оправдывать свой статус, потому что культурный капитал зароблен на дружбе народов и ну, на московских выданиях, и на этой тяжпремии. Зусім не обовязково выкликает энтузиазм у ну, вот, реальных белорусских читачей. А там приповести, ну это такая, это я так утрирую просто, что может быть оценена как такая уже ну, не графомания, там, ну, подлетковая литература там, в першоцвете. То есть вот этот конфликт между старым поколением и старым типом культуры, и он обостренно ну, вот, нигде не выступал. Але все 90-е он, ну, скажем, был присутный. И что цікаво, что старая советская литература, яна восприняла само існаванне новой белорусской державы как вот такую новую индульгенцию, что, мол, ранее мы вымушены были просить у Москвы часом дозволу, а теперь мы сами, и вот будет все той же статус, все та же ситуация, но только со своими уладами. И нібито так и было, вот недзе до середины 90-х, до 94-го года, да и пасля, калі Некляев там узначаліваў крыніцу Риму, выступал таким посередником, ведь белорусская советская литература долгий час пробовала ну, сидеть на тех же самых двух креслах. То есть и быть культурой, и быть ну, вот, державным, ну, не утворением, но вот, быть спонсорованной державой, находиться на службе у державы. Но только теперь треба замест вершаў про партию Ленина писать верши про Беларусь, про червоно-белый стяг, какой он был актуальный. И не поверите, те же самые люди понаписывали верши. Да? То есть вот еще вчера верши были про Ленина и партию, а послезавтра уже про червоно-белый стяг. То есть это был реальный конфликт двух типов культуры. И одразу скажу, что белорусская советская культура не народила в себе культуры интеллектуальной альбо вот мысления, так сказал. То есть яна хутчэй тихо-тихо сыходила на нет, то есть вот сыходила спочатку в тень, а потом ну, просто маргинализовалась. Хотя заставались там часописы и некие выдания, и пасаты, но вот в пэўным сэнсе можно лічыць таким оправданием белорусской советской культуры творчасць двух белорусских философов, вельмі важных, поважаных, любимых нами Владимира Конана и Крыковского. Владимир. Ну, еще Майхровича можно к нему включить. Ну, Майхрович это профессийная философия, да, это институт философии, это да, но он все-таки не зусім належаў до советской белорусской культуры, это дивно. Ну, в самом институте философии еще Подокшин, конечно, писал и занимал такую позицию, да, Майхрович, но Майхрович вельмі рано знайшоў себя на памежжы с одного боку белорусской культуры, с другого боку философии. Да? То есть ягоныя першыя кнігі гэта спроба прочитать национальный канон Янку Купалу и Якуба Колоса по Гегелю. То есть он берет систему гегелевских категорий и прописывая вот тип культуры и тип мышления народницкий. И насамрэч там вельмі цікавыя знаходкі,
якія ну, вот засталіся крышачку незапатрабаванымі, а можа і не крышачку, а цалкам незапатрабаванымі, потому што ён пісаў гэта все у расійскай мове. І тыя, хто чыталі па-расейску ў той час, яны не цікавіліся Янкам Купалам і Якубам Коласам, а яшчэ прачытаным па Гегелю. А тыя, хто цікавіўся, яны ну, не хацелі чытаць па-расейску, сказалі, што вот. Таму Майхровіча яшчэ трэба будзе вяртаць, ператлумачваць і спрабаваць нейкім чынам нанова вводзіць як бы, ў гэты кантэкст. Значит, наша Нива модернистский проект, ЗНО Акудовичева постмодернистский проект, Еврофорум, библиотека «Фрагменты» мы могли бы назвать постколониальным проектом, вот в певном сенсе, хотя он ближе до модернистского, чем до вот, ЗНО. Белорусский коллегиум, как певное завершение фонд «Наша Нива» этого всего, потому что белорусский коллегиум это спроба была не просто ну, вот, выдать еще одну книгу, альбо ну, придумать еще одну идею, а организовать процесс пераемности. Вот мы в той момент яскраво отчули и зразумели, что некоторые речи и идеи, и нават досвед застаецца вязнем свайго часу. То есть мы это ведаем, но калі гэта не адасобіць ад індывідуальнага перажывання, индивидуальной рефлексии и не организовать процесс вот, передачи традиции, то тогда все это загине в 90-х. И коллегиум, как элитарный такой белорусский проект, он был связан с идеей шукать гением, то есть была задача не просто там, вот как мова цікава, там 200 человек пришло, а тут 300 пришло, а тут 500. Вот. Ну, выбирались, был отбор такие реальные. То есть спроба рыхтовать культурную элиту, новую культурную элиту, якая бы думала, а не просто повторяла ритуальные формулы, и якая бы починала не от зера, не з нуля, а ну, вот ведала, хто був за яе, і ну, улічвала досвід попередников. То есть это не был процесс, не проект зомбирования, то есть не выховывание таких, как мы, а хутчэй спроба ну, вот, створить простору, у якой натуральным способом могло бы, ну, скажем, отбываться повставание новых и новых поколений. И по-своему проект, вы бачите, кольки это в конце, как 17 год існує. И оно так не завважно, но вот кого не возьмите, в принципе, с завважных творцев сегодняшних, окажется, вот як ранее там все ходили такими, так сегодня все ходили в белорусский коллегиум. Вот это завершило цикл, и это был конец 90-х. И вот наприканцы 90-х адбылася падзея, якую до конца мы все не усведомили тады, но яна ну, вот штосьці на кшталт такой системной катастрофы проекта. То есть раптам вот тое, что десятигоддзе утваралася, ускладнялася, там як бы ішло на поширение, наверх, там как бы вытворялись все новые и новые структуры, и повставала простора незалежной белорусской культуры, амаль синхронно в конце 90-х по разных причинах все институции, про которые мы говорили вот с вами, все они закрываются. Частка за внутренних конфликтов, вот, когда там заснавальники начинают свариться, их сварят там, то есть не до конца ясно, это были ну, вот, не инспированные звонки. Закрывается фонд «Наша Нива», закрывается газета «Наша Нива», передается Дыньку, вот, ну, сама назва, и это уже зусім інший проект.
уже не модернистский, не эстетский, а такой проект «Комсомольской правды» по-белорусски, ну, такой трэш-газетки с максимально широким окопом, да. Повстає архи замість фрагментов з той же самой задачей. Нам не треба рефлексия и такие ваши мудрствования, а нам треба вот максимально вот поширить коло идею. Белорусский коллегиум не закрывается, але все заснавальники, в тым ліку і я, нечакана для самих себе опинаються поза его межами. Вот, а сам он переутворається в тихий, ну, такий проект повторения той схемы, просто отпрацовка того, что уже было створено. То есть, дякувати Богу, він нікуди не перейшов в іншу якость. Ну, знову закривається, про что мы еще сказали. Ну и все. То есть вот можно было бы сказать, что незалежной белорусской культуры больше нема, и, відповідно, той тип мислення з пульсацією між постмодерністським, модерністським і постколоніальним, ён зникае. Чому? Есть у вас версии? Сколько людей эмигрировало с Беларуси в прошлом десятилетии, с тех, кто починал это? Никто. Ну, в чому влада приклалася? Влада. Есть людей, які користуються вашим населенням. Цікаво, да? Вот это вот, то есть гэты тип культуры, ён працаваў крышачку на вырост. И это был, ну, вот таки важный аргумент. То есть, памятаете, мы казали, что створение новых форм життя и мышления, и вот оказывается, что формул уже было много, а користальников, то есть, какие могли бы, скажем, ну, все это спожить, как бы, примерить, дискутовать, было вельми мало. И это был парадокс. То есть все это выдавалось, книги, идеи, конференции, сустречи. С советским размахом, а оказалось, для провинции это многовато. Не советские. Публичности тех, кто занимается. То есть нема выхода на публичность. То есть потому что медиа наши сегодняшние по большей части это держава, это контролируется держава. Конец 90-х, то есть яшчэ, да. Яшчэ не было бы так. Ну, 97-й, 98-й. але уже тады так. Перелом, да? Потому что это вот важно, это наши эпохи, в якія мы памятаем, крышечку, в якіх мы жили. И вот як описать той час, ну, 60-е мы верим Стрельцову, а вот 90-е, там, нулевые мы уже памятаем выдатно, что отбывалось. И, ну, это глупо гучыць, что отбылась перавытворчасць ідэяў проекта, вот, это нейкіх кніжак нават. Но, напрыклад, гэты 11 выпусков фрагментаў, якія мы выдалі, і дзе ёсць там і саіты, і бардрыяры, і нейкія схемы. То есть все гэта дасюль культура не присвоена. То есть можно вот просто кожны выпуск фрагментаў брать и, ну, вот читать, и окажется, что мы яшчэ не, скажем, не, ну, не там, да? Вот. И, ну, это может быть крыху нахабное сцвярджэнне, но так бывает в культурной просторе, да? Калі ствараецца канон новый, да, постаці, ідэі, немагчыма ж увесь час генерировать новое. Вот уявіце сабе, да, что мусіць быць пэўная колькасць кананічных рэчаў, якія ўтвараюць каркас стрыжень культуры. И вот мысление того периода, яно с одного боку спынілася напрыканцы 90-х и як быццам бы замёрла, а что пачынаецца в нулевые, это мультипликация, клонирование, и Акудович это назвал крышечку иронично термином самопрофанации дискурса. То есть все то, что отбывалось в элитарных осяродках, и про что, ну, вот, ведали только абраны, оно пачынае праз медыі, там всякие сустрэчы, просто пашырацца. Я памятаю, калі мы выдавали первую книжку Акудовича, ну, все так иронично усміхаліся, ён сам иронично усміхаўся, но Акудович не был яшчэ той поп-иконой белорусского мышления и белорусской ситуации, яким ён ёсць сёння.
За нулевые ён сам палічыў каля там 300 інтэрв'ю розным беларускім газетам, зноў-такі ад камсамольскай правды в Беларусі да інтэрнэт-парталам, турызму і отдыху. За нулевые паўстала цэлае пакаленне тых же самых філосафаў БДУ, а вот с конца 90-х я вернулся и в академичную так само философию, выкладаю, оборонив диссертацию, там вот потрапил в Институт философии до Майкровича, ну и так далее. И вот все философы там с 99-го года вымушены читать в моих курсах и обмерковывать, ну, вот все тексты белорусского мышления. Там, Акудовича «Мяне няма», там, альбо «Разбурить Париж», там, ну, Жбанкова, Боярина, то есть Дымкова, Булгакова, то есть всю эту белорусскую разностайность, все это потрапляя в систему эдукации, и она ясно не потрапляя в кооперативную технику. То есть, ну, нема чего обмерковывать, ну, не зацікавлены, как у нас продавцы были, думали про Акудовича, когда они нам выписывают рахунок, правда же? Те рассказывали, что это не спроба покрывдить продавцов, это просто отказ на невыказанный попрок про малое коло. Да? То есть, насамрэч, культура мусить потрапляць в тыя професійныя колы, якім яна патрэбная. І вот нулевые, вот гэты канон, які быў выпрацаваны в 90-е, ён па сутнасці пашыраўся. Асобная гісторія, конечно, з Мацкевічам, які прыязджае з Латвіі, які горда прапануе всем думаць Беларусь. Я ее вам не рассказываю только потому, что он вам, напевно, уже рассказывал я разов 50. Но это так само важная история, потому что вот все это то с перспективы незалежной белорусской культуры, а Мацкевич — это политика, это громадство, это журналистика, ну вот методология, с крышечку іншими речами. І що яшчэ напрыканцы 90-х адбываецца? Адбываецца вельмі цікавы працэс. Вот назіраючы за всім гэтым інтэлектуальным буйствам, акадэмічныя філосафы Республікі Беларусь на той час з зайздрасцю і негадаваннем заявляюць, што ну, а чаму нас не запрашаеце? Мы таксама хочам думать Беларусь и разважать про Беларусь как про интеллектуальную проблему. И вот с конца 90-х, початку 2000-х отбывается поворот до белорусской проблематики и диалог с белорусскими интеллектуалами классичных академичных философов, які, ну, здаецца, до локальности ничего огульного не мають і не знегочить. Это та ж, ну, позднее там Шпарага, Вольга, та ж Татьяна Щипцова, той же там та ж Альмира Усманова-Игорных, это вот сегодняшние єглушные кадры, Максим Жбанков, які в середині 90-х яшчэ зусім не паварочаны тваром, да? Гэта Фукс, так само вельмі цікавая эволюцыя адбываецца, ён большую частку свайго жыцця честно займаецца там Фуко Хабермасом, ну, вот, робіць кар'еру філосафа і разглядае выключна, ну, вот, эту тутэйшую локальнасць як месца прыкладання. То есть яго гэта не цікавіць як інтэлектуальная праблема, гэта не важно для яго. Але в пэўны момант раптам ён пераходзіць да социально-политичного мышления и пишет там гэты белорусский проект модерности, ну и пачынае уже в ЕГУ выкладаць, дыскутаваць, выхоўваць и абмяркоўваць гэтую праблематыку. На пачатку 2000-х, як вынік гэтай падвойнай сустрэчы, адбываецца вельмі цікавая інстытуцыйная падзея. Менавіта засноўваецца семінар «Белорусское мышление, генеалогия, контекст, перспектива». Семинар, на якім сутыкаюцца акадэмічныя філосафы
причем не белорусскомовные, да, то есть вот эта ситуация канчаткова сблытывается и ускладняется. Семинар отбывається в Академії наук. На початку в Інституті філософії, потім на 5-му поверсі ми з Володією Лушенком виступаємо подвойними модераторами. Врешті ми починаємо вести цей семінар в кабінеті директора Інституту соціології. Нас пускають, і ми так палячи на коридорі іронізуємо, ну вот чому? Ведь ну, вот семинар нигде не зарегистрированы, вельми голосная, гучная, неформальная подія. Ну просто тому, що ён на прослушці, і їм не треба спеціально робити ніяких. Коли-нибудь, може бути, записи всіх гэтыя для архіва, ну, насамрэч вельми цікаві. То есть там, коли ви уявляєте весь узровень разностайности, что там мог выступать одночасово там и Мацкевич, и Шуман, и Шпарага, там и Абушенко, и классичные социологи, и белорусские там и Казакевич той же, и белорусские националисты, и модернисты, и постмодернисты. То есть это была спроба вот утворить такую интегральную матрицу белорусского мышления и ну, наладить мостки. Да, то есть паспрабаваць паглядзець, ці ёсць гэта ну, вот, ці такое аб'яднанне жыццяздольнае. Да. Ён, скажем, адбываўся гадоў 5, ну, дакладная лічба я гляну в архіве і, можа быць, яшчэ скажу. Ну, далей, ну, як все на свете, все мае свою тэмпаральнасць, як бы яно пачынаецца і завершаецца. Далей завершаецца семінар, і раптоўна адбываецца выбух выдавецтва Логвіна, а далей кнігарня кароткая і галерея кароткая, і амаль паралельна вот, летучего універсітэта и Мацкевич поширяет, скажем, свое методологичное поле и начинает там формировать уже огульнонациональные некие программы. То есть вот это казать, коли стратегично, не, ну, какой, не про тексты, идеи и темы дискуссий, а вот что отбывалось за эти 25 год. То есть важные інфраструктурныя падзеі, паўставанне часопісаў, выданняў, асяродкаў і праектаў. Можа быць, яшчэ штосьці адбывалася, я кажу тое, чым я сам быў сведкам. То есть ясна, што штосьці адбывалася там в Гародні, в Полацах, в Гомелі. То есть мы пра гэта не ведаем, гэта яшчэ гісторыя не напісана. Можа быць, вы прыгадаеце, што яшчэ сюды дадаць, кая ласка? Ну, я отвечу, что необходимая часть вот этого интеллектуального подъема – это формирование сучасного взгляда на белорусскую историю. То есть основала союзник споря, возникла новая изъява под назвой белорусской историографии. Перволович только начал, а расширяться началось с початку. Да. Ну, это ранее как было. То есть Сагановича проект «Белорусский историчный огляд», и вот, глядите, сапраўды, белорусская историография, белорусская история с одного боку выбухая Ермоловичем, Чаровкой и спробой деколонизации ситуации, а с другого радикально супротивная, потому что проект Сагановича «Историчный огляд» – это чисто немецкий часопис науковый. Факты, еще раз факты, вельми докладно, все выверено. Нас уже подгоняют там, да? Не подгоняют, уже в 19:30 подгоняют. Вот. Так что, ну подумайте, мы протягиваем наступную... Еще издательство Тароса появилось сегодня. Это уже позднее, да, уже на переводе. Вот. Подумайте вы, а мы протягнем наступным разом уже про тексты, идеи. И я бы хотел, как, ну, коли вы доберетесь, как прочитали «Разбурить Париж» Гудовича. «Разбурить Париж», вот с этого важно начать.
мой тэкст этыка памежжа транскультурнасці як беларускі досвед. Ну і далей што-нибудь на выбор, там, Шпанкова, Гапаву, кого завгодна, хто вам зацікавіць па тэмах, альбо пра каланіальнасць, альбо пра гендерна-феміністычныя рэчы, потому што в пэўны момант выбухае там падзея беларускага фемінізма, паўстання жанчын, якія заявляюць, што вот весь гэты нацыянальны праект гэта вяртанне да патрыархату, да дыктатуры мужчин, да Лена Гапова. Гапова. Сепаратистов подавить. Вот. Ну, и вот и еще много-много-много. То есть потом встают и белорусские левые, и белорусские правые, и постмодернисты, и традиционалисты. Ну и все это мы будем разбирать и глядеть. Як ускладняется ландшафт, то есть як раптом белорусская культура с вот этой одностайной, ориентованной на счастье народа и батьківщини, раптом перетворяется в звичайную культуру, где все між собою воюют, але воюют уже не с ворогами, а вот за идеи, да, за позиции.